Хвала Аллаху, создавшему бытие, для того, чтобы в нем проявился его нур Азза ва Джалля. Он сделал человека наместником на земле. Аллах избрал его в этом мире для выявления самой сути поклонения Всевышнему Аллаху. Он создал разнообразные связи между Ним, Субханаху ва Та'аля, и Его созданиями. Это разнообразность сходится в одном – в служении Аллаху Азза ва Джалля. Всевышний постановил, чтобы поклонение проявлялось иногда в виде послушания и покорности, а иногда ее противоположностью – непослушания. Иногда связь человека с его господином проявляется в одобряемой форме, ею является иман, а иногда она является в форме неверия, да убережет нас Аллах. Сущность этой связи между человеком и Аллахом проявляется в разнообразных формах и видах, связанных с самим человеком, его довольством или гневом, радостью или грустью, принятием или же отвержением, пылом, энергией или пассивностью, ленностью или немощностью. Аллах сделал разнообразие особенностью этого мира. Однако это качество должно постепенно возрастать, чтобы достигнуть пика покорности Аллаху. То, что связывает раба и его Создателя, это любовь. Любовь, которую Аллах сделал вершиной связи, возможных между рабом и его Творцом, между человеком и его Владыкой, Субханаху ва Та'аля. Любовь является вершиной поклонения Аллаху, Азза ва Джалля. Любовь – это высший дар рабу от Всевышнего Аллаха, Азза ва Джалля. Потому что из всех милостей, что приходит человеку от Аллаха, лучшее, что человек берет, это любовь Аллаха, Субханаху ва Та'аля. Любовь Аллаха проявляется в этом мире, внутри самого человека, наслаждении человеком любовью Аллаха, а в ахирате в виде довольства Аллаха, в виде высшего довольства, венцом которого является видение милостивого Аллаха. Господь Азза ва Джалля сказал, обращаясь к той определенной группе людей, которым Он указал на их веру в Него: «О те, которые уверовали, если кто-нибудь из вас отступит от своей религии, то Аллах приведет других людей, которых Он будет любить и которые будут любить Его». Обратите внимание, Он не сказал о люди, но сказал о те, которые уверовали. Он обратился к верующим, чтобы указать им на то, что если человек уверует, а это и есть величайшая милость, то эта вера взывает к своему обладателю, требует от него все большего и большего приближения к Аллаху. Если мумин с течением дней и ночей обнаружит, что он не ищет все больше и больше близости к Аллаху, он находится в опасности. Сама его душа указывает ему на эту опасность, на его уход с пути Аллаха.
Этот уход с пути и есть ридда, отступничество. Когда человек обращается к чему-либо, а затем отворачивается от него, то говорят иртадда, то есть отступил от него. Если брошенный в стену камень возвращается рикошетом, говорят иртадда, отступил от него. Слова Аллаха: если кто-нибудь из вас отступит от своей религии, муфассира, да смилуется над ними Аллах, истолковали как ридда, как полный выход из ислама, да убережет нас Аллах. Вместо вероотступников Аллах приведет других людей, которых Он будет любить и которые будут любить Его. Если кто-нибудь из людей отвергнет свою веру, то любовь Аллаха к человечеству, Его забота станут проявляться посредством группы людей, у которых есть определенные признаки. Первым из этих признаков является то, что Аллах любит их, а вторым — их любовь к Аллаху Субханаху ва Та'аля. Чудесным подтверждением этому аяту после ухода посланника Аллаха к Всевышнему Покровителю, когда некоторые области Аравии отошли от веры, было явление Аллахом Абу Бакра Сиддыка, радийаллаху анху, и тех, кто последовал за ним из асхабов и табиинов. И стали люди возвращаться в ислам, и проявилось величие религии. Второе значение слова «рида» — исчезновение пыла в поисках приближения к Аллаху или уход от служения этой религии. В более глубоком смысле ридда — это состояние, когда проходят дни и ночи, а человек далек от близости к Аллаху Азза ва Джалля. И в этом случае Аллах приведет других людей, которых Он будет любить и которые будут любить Его. Когда были ниспосланы эти аяты, прибыла делегация из Йемена, а в их числе был Аму Муса аль-Ашари, да будет доволен им Аллах. Посланник Аллаха прочитал эти аяты и сказал: поистине это и есть те люди, о которых Аллах говорит в этом аяте. Победа в самом ее начале была одержана так. Также было указано Салмана Фарси и сказано: поистине это и есть те люди. Персия, враг ислама, в прошлом была завоевана, и начался новый подъем, когда арабы стали ослабевать в своем усердии в приближении к Всевышнему Аллаху, в любви к служению книги Аллаха, служению хадисам пророка, служению арабскому языку. Любовь была явлена через иные народы. Появились Бухари, Муслим, другие имамы, появились Сибавей, чтобы послужить даже арабскому языку. И вот в каждой эпохе среди мусульман приходит умма за умма, через которых Аллах проявляет смысл аята, которых Он любит и который будет любить Его. Через них возвышается свет ислам, свет истины. В этих уроках, которые непрерывно последуют друг за другом, иншаллах, мы поведем разговор о смысле любви, о смысле любви Аллаха по отношению к нам, и о нашей любви к Нему, и как нам сделать так, чтобы превратить этот смысл в то, чем мы живем внутри нас, как проявить это в нашей жизни, как сделать любовь словом, с которым мы обратимся к миру. Суть, смысл любви сегодня нуждается в разъяснении. И когда мы говорим о любви, мы говорим о самом высоком, что приближает нас к Аллаху в поклонении Ему. Любовь — это великое слово. То слово, что является основой человеческой жизни. То слово, которое, несмотря на все его величие и благородство, притеснено людьми. Его осмысление среди людей так ограничилось, что они стали связывать его только со своими страстями, желаниями, связанными с их полом, с их едой или питьем. Его понимание стало ничтожным и узким среди множества людей. Вместе с тем, любовь — это самый великий дар человечеству от Аллаху. Любовь. Люди затрагивают ее в своих разговорах, она основа жизни человека. Однако, если мы попытаемся рассмотреть ее более пристально, то увидим, что поистине она приходит от Аллаха Азза ва Джалля. Люди дали много определений любви, но большинство или даже все определения говорят о знаках проявления любви, о ее последствиях или о том, что с ней связано. И, например, говорят, что любовь — это склонность к чему-либо. Так любовь проявляется внутри человека. Если человек любит что-то, говорят, он склонился в его сторону. Некоторые растолковали смысл любви как желание. И это также один из видов проявления любви, один из плодов любви. Желание человеком того, что он полюбил, желание связи с объектом любви.
Другие растолковали смысл любви как стремление, томление. Это также одно из следствий любви. Если человек полюбил что-то, то он томится по этому. Также любовь толковали как следование, подражание, что также является одним из результатов ее проявления. Обратите внимание, симпатия, желание, томление, подражание – все это не что иное, как просто стороны, связанные с любовью. Некоторые люди истолковали любовь как состояние, изумление любящего любимым. Некоторые объяснили ее как сумасшествие. Однако все это только описание степени любви, но не толкование самой любви. Поэтому имам Джафар ибн Мухаммад, да смилость над ним Аллах, сказал: любовь — это то, что сердце бессильно понять, а язык бессилен выразить. Один наш современный доктор Сами тонко заметил, что любовь как кровь, текущая по всему человеку. Ее чистота влияет на чистоту и насыщение всего тела. И когда кровь становится грязной, появляется проблема. Грязная кровь распространяет заболевания по всему телу и может стать причиной гибели всего тела. Он сказал, что любовь, как и кровь, то, что кипит в человеке, порождая симпатию, желание, подражание, изумление, связь, то укрепляясь, то ослабевая. Знаете ли вы, в чем секрет? В конце концов, мы не способны понять или осознать ее полностью, и мы не можем дать ей исчерпывающее определение. Сейчас, в эти 5-10 минут, мы попытались дать ей определение. Но это все не любовь, это определение состояния любви, определяет отпечаток любви, определяет уровень любви, но не раскрывает саму суть любви. Я много думал, почему мы не можем дать любви реальное, полное, совершенное определение. И тут вспомнилась фраза некоторых праведников. Ее смысл заключается в том, что ничто не является любимым в своей сущности, кроме Аллаха. Все в этом мире бывает любимо по какой-либо причине. Кто-то полюбил свою жену. Почему? Потому что она мать моих детей, прежде всего красива. Ты любишь в ней ее благой нрав. Она любит своего мужа. Почему? У него доброе сердце, он хорошо обращается со мной, он чист. Все это мотивы, причины. Однако нет ничего в мире, что любили бы без мотива, без причины. То есть любили бы по своей сущности. Потому что оно достойно того, чтобы его любили. Нет, ничего никого, кроме Аллаха. Любовь невозможна без мотивов, причин. Невозможна любовь к самой сущности, без посредников, кроме как по отношению к Аллаху Азза ва Джалля. Невозможно, так как человек не способен постигнуть ее истинную суть, потому что она является связующим звеном между ним и Аллахом. А Аллах велик, Он и славен. И ни один взор не постигает его, а он постигает все, что постигает взора. Люди же постигают из его знаний лишь то, что он пожелает, потому что никто не способен постичь Аллаха. То же касается связи между нами и нашим Господином, то есть любви. Мы можем почувствовать ее проявление в нас. Удивление любимым, симпатию, желание, сотрясение, экстаз. Мы можем плакать, радоваться, грустить. Все это проявление. Мы способны почувствовать ее проявление, но не способны постичь ее истинную суть, потому что невозможно постичь Аллаха. Мы видим проявление, следы, отпечатки Его действий в сущем мире. Мы видим небо, землю, мы видим их в самих себя, мы созерцаем, размышляем, мы видим то, как Аллах взаимодействует с нами. Мы чувствуем это и чувствуем связь с Ним. Однако, что касается Его самого, Его невозможно постичь. Также и любовь нельзя постичь, видны только ее проявления и следы. Невозможно постичь Аллаха, но мы знаем о Нем из Его взаимодействия с нами, из следов Его существования в Его созданиях. Также и любовь, ведь она является связью между нами и Аллахом. И ничто не бывает любимо по своей сущности, кроме Аллаха. Нельзя постичь истинную суть любви. Поэтому мы говорим, что любовь — это нечто, утверждающееся в глубине человека, и это то, что двигает человеком. Суть любви – то, что двигает человеком. Если мы хотим, после того, как мы поразмышляли о том, что есть любовь, или попытались приблизиться к понятию любви, если мы хотим говорить о любви Аллаха, Азза ва Джалля, к нам, а потом в следующем уроке о нашей любви к Аллаху,
то мы должны почувствовать в наших сердцах сейчас, когда мы говорим или слушаем, что мы будем говорить о самом благородном виде связи, то мы должны это понять. И это связь с Аллахом. О, те, которые веровали, если кто-нибудь из вас отступит от своей религии, то Аллах приведет других людей, которых Он будет любить, и которые будут любить Его. У этого аята есть продолжение. Они будут смиренны перед верующими, непреклонны перед неверующими. Будут сражаться на пути Аллаха, не боятся порицания порицающих. Такова милость Аллаха, которую Он будет дарует, кому пожелает, Аллах объемлющий, знающий. Однако давайте остановимся на первой фразе. Сразу после слов, что Аллах приведет других людей, на фразе которых Он будет любить. Аллах любит. Чуть ранее мы говорили о нас самих, когда мы любим, что не смогли постичь истинную глубину смысла нашей любви. А как же тогда сказать о любви, когда она относится к Аллаху? Если человек захочет измерить любовь Аллаха так, как он это понимает, то есть как склонность, то Аллах причист от того, чтобы склоняться к чему-либо. Какое определение дадим любви? Как мы хотим растолковать? Как склонность? Он причист от этого. Таким образом, это еще одна тайна. Аллах любовь непостижима, потому что любовь является атрибутом Бога. Аллах приведет других людей, которых Он будет любить. Но тогда как нам понять смысл любви? Что? Любовь непостижима? Она непостижима. Зачем о ней говорить? Мы говорим о ней, потому что Аллах рассказал нам о ней. Зачем? Зачем Он рассказал о ней? Потому что есть знаки ее присутствия, которые мы способны почувствовать. В чем суть этих знаков? Аллах любит меня. Аллах любит тебя. Это имеет огромное значение. Те, кто осознал это значение в прошлом, видели его более великим, чем рай. Чем рай. Они почитали ее более великой, чем Дунья. Я стесняюсь сравнивать ее с Дуньей. Любовь больше, чем богатство, больше, чем жизнь, больше, чем душа, больше, чем надежды, больше, чем степень или положение, больше мужа и жены, больше, чем сыновья, больше что-либо в этом мире. Я устаю в перечислении, но вместе с тем я стесняюсь. Я хочу немного возвысить планку. Да, я говорю на больше, но довольство Аллаха будет превыше. Таким образом, мы говорим о любви Аллаха, мы говорим о самом великом явлении во всем сущем. Рай мил тем, кто осознал, что Аллах любящий, потому что рай является прибежищем, которым Аллах одаряет тех, кого Он любит. Всевышний Аллах сказал: тех, которые веровали и совершали праведные деяния, милостивый одарит любовью. Некоторые имамы, имам Мухаммад ибн Хасан, Джамалюллей, да смилуется над ним Аллах, однажды глубокой ночью, когда он совершал намаз, это одна из историй о состоянии любящих, мы еще будем говорить о них. И вот в намазе он прочитал этот аят: тех, которые веровали и совершали праведные деяния, милостивый одарил любовью. Милостивый наделяет их любовью. Вуд — это одно из проявлений любви. Прочитав этот аят, он замолчал, а потом снова его прочел. Милостиво одарит их любовью, и замолчал. Он ощутил сладость смысла этого аята. Потом он снова повторил «Вудда, Вудда, Вудда». И так, пока не наступило утро. Утром один из учеников, направляясь в мечеть, проходил мимо его дома и услышал, как шейх повторяет это слово всю последнюю треть ночи. После утреннего намаза он обратился к шейху: «Саиди, я услышал, как ты всю ночь повторял любовь, любовь, любовь. Позволь не раскрывать мне это», — сказал шейх. Те, кто живет, ощущая усладу любви к Аллаху, не любят, когда их тревожат люди. Он сказал: позволь мне скрыть это. Ученик: скрой, если ты расскажешь мне, ты должен рассказать. Шейх: тогда не рассказывай другим. Я читал тут аят, и когда я дошел до слов Всевышнего «милостиво одарит их любовью», мое сердце почувствовало сладость любви Аллаха ко мне. И это чувство завладело мной. Я начал повторять аят второй и третий раз. Я повторял его, чтобы ощутить смысл любви Аллаха, любви милостивого. Аллах дал мне почувствовать его вуд, и мне захотелось почувствовать, ощутить еще раз. А когда я повторил во второй раз, я ощутил другой вкус, не похожий на первый.
почувствовал другое ощущение любви. Когда же я повторил в третий раз, я снова ощутил другой вкус, не похожий на второй. Я продолжил. И каждый раз милостиво давал мне почувствовать другой смысл, не похожий на предыдущий, пока не настало время утреннего намаза. И я нахожусь в состоянии ощущения разнообразности любви Аллаха. Потому что сказано, любовь человека приходит в движение или из-за ее сладости. Вот той духовной сладости, которую почувствовал шейх, вместо телесных услад, о которых знают люди, или из-за пользы, а вся польза приходит только от Аллаха. Или же человек любит из-за красоты, достоинства, величия, а все это присуще Аллаху. Если человек стал искать пути приближения к Аллаху, это знак, говорящий о том, что Всевышний Аллах полюбил его. Мы закончим урок священным хадисом Кудси. Всемогущий Аллах сказал: тому, кто враждует с моим любимцем, с моими авлия, я объявлю войну. Из всех деяний, посредством которых мой раб приближается ко мне, я больше всего люблю обязательные предписания. И мой раб продолжает приближаться ко мне дополнительными деяниями после исполнения обязательных. Обратите внимание, мой раб продолжает приближаться ко мне дополнительными деяниями. После исполнения обязательных, пока я не полюблю его. Арабы говорят, что слово «хатта» означает здесь цель. То есть целью всех видов поклонения является в чем? Достижение любви Аллаха. Пока я не полюблю его, этого достаточно. Аллах говорит, множество моих рабов будет занято дуньей, жизнь отвлечет их от меня, они впадут в беспечность. Давайте я расскажу об одной из плодов любви. Когда же я полюблю его, то стану его слухом, который будет слышать, и его зрением, которым он будет видеть, и его рукой, которую он будет хватать, и его ногой, с помощью которой будет ходить. Если он попросит меня, я обязательно дарую это. А если обратиться ко мне за защитой, я обязательно защищу его. اللهم اجعلنا ممن أحببت اللهم ارزقنا ذوق محبتك لنا حتى نرقى في مراقيها اللهم أحينا حياة من أحببت وأمتنا ميتة من أحببت اللهم إنك تعطي الدنيا من تحب وتعطيها من لا تحب ولكنك يا سيدي لا تعطي الدين إلا من تحب فأعطنا ما تحب بما تحب كما تحب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.